из дерева, из дерева. Здесь у меня лежит лобзик ручной. Вот он такой вот лобзик ручной. Ручка от его лобзика этого. Пытался сделать нож бабочку, но у меня ничего не получилось. Так, ладно, так, это мы уберем. Здесь толстые пилочки, вот в чем минус. Я хотела тонкие. Ну, тонких, к сожалению, нету. И начинается то, что я хотела вам показать. К примеру, керамбит, зуб тигра. Оп, оп, оп. Ладно, это первое мое изделие. Второе мое изделие, это нож фальшон. Тоже из CSGO. Вот так он выглядит. Что я там еще доделал? Да вроде бы все, я больше ничего не делал. В общем, здесь наждачная бумага. П120. Да, мелкозернистая, по-моему. Да, очень хорошо, но точить, ё-моё, точить. Ладно. Так, что вам еще тут показать? Я даже не знаю. Вот еще. Вот оно. Вот. Видите этот нож? Да, если что, у меня есть еще выжигатель. Есть выжигатель. Ай, так. Он очень легкий, потому что он маленький. Он просто маленький. Компактный. Я могу, конечно, его еще сильнее заточить. Получится, думаю, классно, но я думаю, так сойдет. Так. Опс. Ладно. Если я сейчас буду точить, меня мама просто убьет. Ага. Еще я делал вот такой вот ножик с лезвием крюком, но у меня не получился. У меня получаются какие-то слишком маленькие, видите? Вот, к примеру, сравнение два керамбита. Один и второй. Этот вот, который я делал, он без покраски, без ничего, вот видите, он маленький. А который я красил, вот этот, он большой, потому что он по шаблону. Но у меня не получилось, потому что видите, какова здесь краска. Вот эта сторона более-менее получилась, а вот это уже вообще нет. Я их не выжигал в прошлом году. Что у меня есть? Вот такой вот набор, в общем, всяких изделий, в общем, чтобы выпиливать. Я не знаю, это не для того, чтобы выпиливать, а набор резаков для езды по мягким породам дерева и других художественных работ. В общем, всякое такое, в общем. Еще, к примеру, от выжигателя у меня здесь всякие накрутки, которыми можно выжигать вот круги там и всякое такое. Сейчас я вам покажу. Сам мой выжигатель выглядит вот так вот. Да. Ну все, наверное, хотя нет, вот. У меня еще есть набор для резаков. Я не знаю, вот он, в общем. Так он выглядит, здесь лезвие, а здесь ручки с лезвием уже. Они очень острые, поэтому, ребят, будьте осторожны, не надо иметь, поиграть, всякое такое. Ладно, сейчас мы закрываем. Вот. Ну все. Я думаю, все, мне струбцина у меня еще есть. Эта струбцина я сейчас вам покажу. Вот она. Вот так именно, у меня там все запутано, у меня там провода. Вот еще такая синенькая струбцина. Ладно, теперь, вот все, теперь упаковываем это все обратно. Просто если я сейчас начну, к примеру, я даже не знаю. Ладно, у меня не засунется. Если я сейчас начну точить лезвие наждачкой, то у меня может нам все порвать, потому что пол чистый. В общем, всякое такое. Я, может быть, в следующем видео покажу, как я затачиваю этот ножик. Покажу, может быть. Я еще не знаю, может быть, покажу. Вот этот ножик тоже я, может быть, заточу. Эти ножки уже не получится. Это я пытался, кстати, изобразить градиент. Но ничего не получилось. Извините, что я такой косорукий. Ладно, этот ножик я затачивать не буду, потому что он уже в краске. Жалко, камера не передает всех вот цветов ярких. Здесь как раз таки вот яркие цвета, к примеру. Оранжево-красный очень выделяется, но на камере не очень. Ладно. Все, так, это все надо убрать. Главное убрать, а остальное все само пойдет. Чего я набрекнусь, не знаю. Ладно, все это убираем. Так, наждачку тоже. Вот так вот. Ну, и вот эту вот штуку сверху. Вот так вот. Я, может быть, еще... Я спрошу моей мамы потом, что можно ли мне поточить и все такое. Может быть, в следующем видео сегодня я буду и точить. Да, может быть. Наверное, вы мне вау ничего не поставите, потому что я только начинаю. Моему каналу только месяц. Хотя это уже много для канала. Сейчас я поставлю на паузу, мне надо закрыть его. Ладно, сейчас на паузу поставлю. Ух, все, ребята, я еле его закрыл. Фух. Ну и сейчас я позвоню моей маме и скажу, можно ли поточить мой нож. Если мне разрешат, то тогда я его сегодня поточу. Вот здесь вот. Просто вот здесь он будет точить. И вы все это увидите на камеру.